выступала много где, но волнуюсь ужас. Так, значит, Хайрлы Киш, всем привет. Benim ismim İlsüyer Хисматова. Ильсияр Хисматова, если вдруг кто-то не помнит. Да. Вот. Я уже привыкла к тому, что никто с первого раза не понимает мое имя. Звонила в Аэрофлот, да, я мажорка. Вот. Звонила в Аэрофлот и хотела узнать, есть у меня вот эта бонусная система или нет. Звоню и говорю: здравствуйте, девушка, хотела бы вам проверить. Она: да, скажите, пожалуйста, вашу фамилию и имя. Я говорю: Хисматова Ильсияр. Она говорит: как? Я говорю: Хисматова. Христос! Ильсияр и Иисус. И мы с ней просто 3 минуты ржали. Да, вообще. Да. Поаплодируйте ты. Еще раз, пожалуйста, кто живет с родителями? Кто очень долго жил с родителями, но сейчас не живет? Все? Да, все, конечно. Я тоже вот до мая этого года жила с родителями. Аллахашка переехала в Москву. Вот. И у всех, наверное, родители экстрасенсы, когда они смотрят телевизор. Нет такого? Критических моментов, когда вот поле чудес идет, да? И отличный. Лаврушка! И просто она первая тройка игроков, пока дарят эти там все соленья, все дела. И ты просто 20 минут. Лаврушка! И в конце вы назовете слово целиком. Да, лаврушка! И ты это Сейчас очень модно просить прощения. У вселенной, всем знаком, у вселенной, друг у друга. Вот у меня, я хочу уже дойти к такому моменту, когда у меня будут просить прощения. Да? Во-первых, мунчаташа, да? За мою сломанную детскую психику. Пожалуйста, жду извинений, ребята. Во-вторых, это переход на Китай-городе. Вот даже. Так, а еще обожаю Аллах Акбар. Кто в последний раз вот в деревню ездил? В татарскую? Недавно. Кто давно не ездил, советую. По трассам приезжаешь, и там тебя знакомят в первый раз с людьми, которых ты в последний раз видел в 1,5 года, и там вот это начинается: ой! Что ты даже подожди, ты была мой. И вот это вот по спине вот так. И говорят: Ильсияр, танысыңмы? Бұл Фарида, жеңгей, естественно. Конечно, и где-то у тебя в голове вот эти вот, когда тебе 1,5 года было, вот эти флешбеки, это то же самое, да. Все. Так, вначале я расскажу, как я вообще здесь оказался насчет этого стендапа. В общем, захожу я в этот вот телеграм-чат покатушечки, вот это вот знаменитый. Там вот Ройс, там страйкбол, там вот акро-йога, там ГВС. Вот, и вижу вот это вот объявление по поводу Рахат Кишари сегодня. Думаю, хочу повидаться там со своими друзьями, которых давно не видел. Вот. Ну ладно, дальше смотрю, что там еще есть. Типа мафия. Ну это понятно, там Душнилы собираются. Альфа-люди, что за продолжение татарского рода, там это хрен побеждает вообще. Ну и вижу, да, там стендап, думаю, ну, еще они, да, стендап замутили, да. Будет вообще там, наверное, что-то убогое. Какой он стендап, блин. Ну, я на самом деле недалек от истины, так как я вот перед вами, да. Ладно, отойдем от этой темы. В общем, хочу рассказать историю, которая со мной недавно приключилась в метро. В общем, мне подходит какой-то мужчина и задает такой экзистенциальный вопрос. Ты узбек? Я такой: нет.
Вот, а он все равно, ему пофиг, он продолжает со мной говорить, что-то по-узбекски, что-то говорит, я такой отхожу, отворачиваюсь. Вот, и самое забавное для меня в этом вот случае, что это вообще не первый раз со мной происходит. И ко мне уже так подходили, спрашивали с этим вот вопросом. И я думаю, если ко мне еще раз кто-нибудь так подойдет, я уже начну сомневаться там. Потому что я реально узбек. Мне придется там ходить там. На узбеки шляре ходить там. Прототапщики там, да. Устроюсь водителем. Буду там за рулем все время по видеосвязи со всем своим узбекским народом разговаривать. Да, со всем народом по очереди скажем весь день. Село Солянка. Называется Солянка, потому что там очень много солей. Вот. Есть кто-то из Питера здесь? Нет? Город побратим практически. Вот. И, в общем, учился в Солянской средней школе. Там. И у меня были, возвращаясь к именам, такие преподаватели с такими именами, как Гульзия Жакстыковна, мы ее называли Жак Сплакс. Жумагана Килашевна, там Жубу-Дубу мы ее там называли. Вот. А у меня, в принципе, в школе не было никакого прозвища, ну, Зуфрат, и Зуфрат там особо не придумаешь. Мне придумали там прозвище типа Одуванчик, ну, потому что... Не потому что я что-то подумал. А потому что я был такой весь светленький, там светлые волосы, весь такой, короче, на одуванчик похожий. Еще да, мы с тобой займемся. Вот, и еще меня называли меня еще помидором, потому что, ну, весь такой светлый, я очень такой стеснительный, и когда стеснялся, такой очень сильно краснел, весь такой красный был. То есть прозвища такие были, как-то отражали какие-то вот. Меня зовут Руслан, меня так же, как и Зуфрата, тоже принимают за узбека. Тоже бывали такие ситуации, да. Сразу начнем, скажем так, с нескольких карьер, поговорим про отношения. Обратите внимание, что если девчонкам писать в первом сообщении «Привет, как дела?», немножечко не работает. Да, правильно, девчонки? Мне не особо интересно, хочется что-нибудь поинтереснее. Ну, решила как-то раз проявить свою смекалку. Пишу как-то девушке, девушка выставила мороженое в Инстаграме, говорю, а жопа не слипнется? Вот в итоге скоро вот на следующий год женимся. Вот. Вообще ситуация в мире, конечно, сложная, да. Все экономисты стали. Вот сейчас вершина была экономии, и друг мне недавно решил сделать дозвон в WhatsApp. Вот. То есть, экономист, блин. У всех вроде есть гель для душа. Я пользуюсь, я слишком стар для всех гелей для душа. Так вот, я как-то раз дома моюсь, в общем, мыло обычно, все в порядке. И тут роняю мыло. И Лёха такой. Да, я, собственно, нагибаюсь за мыло, вижу сзади Алексея. Алексея, да, кота моего. Слава богу, у котов нет мимики. Вы представляете, да? То есть там могло быть лицо вот такое вот. Еще бы страшнее было бы, если бы лицо было «Добрый вечер».